Малавских фермеров тревожит ситуация с отсутствием осадков. По их прогнозам, урожай будет меньше и более низкого качества озимых культур. Следует отметить, что съемочная группа ГРТ находится на полях сельхозлидера Камрадского района Ивана Мардаря. На поле, где высажено 100 гектаров пшеницы, сейчас идет ее уборка. Скашивают на силос, так как урожая здесь не будет. А если оставить, то будет больше затрат. Но если пойдут хорошие дожди, то фермер сможет это поле засеять подсолнухом и получить хороший урожай. Отсутствие осадков можно увидеть на поверхности почвы. Трещины, куда заходит рука, говорят о том, что нет влаги в почве. Небольшой дождик, который прошел накануне, никак не спасет ситуацию, говорят аграрии. Сельхозпредприниматель Иван Мардарь принял решение не ждать периода уборочной страды и скосить пшеницу на 100 гектарах на силос. Причина всему – отсутствие осадков и влаги в почве. Колос не вырос, а зерна практически нет. Поэтому, дабы еще больше не нести убытков, лидеры прибегают к крайним мерам. Как отметил аграрий Иван Мардарь, такая ситуация на всех полях, где были посеяны яровые и озимые культуры. Лист все высохло из-за нехватки влаги. В самом колосе ничего нету, пустой. Здесь пшеницы не будет. Уже молоком его поливать. Все равно все, он уже прошел свой срок. Засуха здесь на этом поле. Вот если даже в городе идут дожди, здесь нету дождя. Ячмень высыхает уже, хотя рано еще. Но он уже сохнет. Сколько будет урожая, уже видно будет. Показывал хороший. Вот на сегодняшний день без дождя ничего не растет, нету урожая. Как говорят сельхозпроизводители Вулканежского и Чедрлунского районов, ситуация патовая, и вне зависимости от того, выпадут или нет эффективные осадки, существенного недобора урожая озимых в целом по стране, скорее всего, избежать не удастся. Патовая ситуация. Оно уже почти все сухое. Не знаю, вот этот дождик сейчас, вот вчера немножко, сегодня, но это как мертвому припарка. Практически то, что мы хотели увидеть, то, что было, этого не будет. И, короче, очень плохо. Уже даже если дожди будут, может там какой-то процентик исправиться, но исправить его практически невозможно. Сельхозпроизводитель Чедрлунги Георгий Пашилы также отметил сложность ситуации, но урожай с полей соберут, так как должны хоть немного семенного материала заготовить на следующий год. Ситуация критическая. Критическая, потому что все горит. Зимы и яровые. У нас выпало вот сегодня ночью 4 миллиметра осадков всего лишь, которые практически ни на что не влияют. Пыль прибила, воздух освежила, но растения как сидели в сухой почве, так и сидят. Наверное, надо, потому что идет потеря урожая. Даже если мы не будем скашивать что-то, будем убирать, потому что мы семеноводческое хозяйство, хоть какие-то семена там щуплые, не щуплые, хоть что-то убрать, но по сравнению, но это на фоне того, что мы вложили в этот урожай, это просто катастрофическая ситуация. Ситуация в сельском хозяйстве на юге страны критическая. Аграрии обращаются в примарии населенных пунктов для того, чтобы совместные комиссии агропромышленного комплекса и местных органов власти заактировали на местах отсутствия урожая, отметил начальник АПК Сергей Бриши. Гидрологическая засуха. Это не только на данном поле. Сегодня бьют тревогу аграрии Чедрлунги. Сегодня наши специалисты выехали практически в 5-6 хозяйств города Чедрлунги, обследуют поля, потому что там Примария создала чрезвычайную ситуацию. Обследуют специалисты АПК, МЧС, специалисты метеостанции, то есть и показывают о том, что действительно ситуация тяжелая. Также обратились аграрии Казахли, аграрии Баурчи. Я в курсе, что поданы в примарии населенных пунктов и аграрии Вулканежского района, потому что ситуация действительно, можно сказать, пока печальная. И мы можем точно сказать, что аграрии не доберут того объема зерновой продукции, на который они запланировали. Второй причиной неурожайности на своих полях Иван Мардарь отметил это противоградовые ракеты, которые ежегодно выпускаются при угрозе града. В прошлом году, 2 августа, на день Ильи, в городе идет хороший дождик. Мы выезжаем на следующий день на поле, у нас здесь сухо. Но со стороны Кирсова наш градобитный отец пустили 4 ракеты, со стороны Кангашчика пустили 7 ракет.
разогнали тучи, и на нашей стороне не было дождя вообще. Комиссар специальной части муниципалитета Чедерлунги отметил, что это заблуждение аграриев и никак не влияет на выпадение осадков. У меня есть письмо от них, там 26 лидеров, которые просят, чтобы я открыл дополнительные пункты ракетного воздействия, чтобы защищал их поля от градобики, потому что их ежегодно бьет эта северная часть Камрата в сторону Дизгинжа, Чок-Майдан, вот с той стороны северная часть Камрата, она не защищается, их все время бьет. Это во-первых. Во-вторых, противоградовая ракета не разгоняет облака, не разгоняет, они не могут этого понять. В целом, по словам специалистов, в сельском хозяйстве региона чрезвычайное положение, и ущерб, который понесут аграрии, будет посчитан только после того, как завершится уборочная страда, которая в этом году начнется на 2-3 недели раньше. Зинаида Канцер, Александр Глеков, Алексей Герчук, РТ Новости.